Троих детей вывели из задымленного помещения сегодня утром спасатели в Нижнекамске. Сейчас они находятся в больнице с отравлением угарным газом. В подъезде одного из домов на улице Корабельная вспыхнул огонь. Лестничная клетка моментально заполнилась густым едким дымом. Чтобы спасти людей, пожарным пришлось использовать кислородные маски. Анна Граднова продолжит. Меня одели, на дочь мою одели, потом детям одели маски, и немножко, по 2 человека вот так нас выводили. Маргарита Колупаева была в числе тех, кого пожарные выводили из задымленного помещения. Первыми спасали детей, на них надели кислородные маски. Сейчас капельницы поставили, они плохо себя чувствуют, слов нет, врач сама сказала, что угрозы, слава богу, нет, но досталось им, конечно, изрядно. Пожар возник в коридоре на 6-м этаже. Пылал старый матрас. Площадь горения 4 квадратных метра. Дым распространился на несколько этажей. Поэтому помимо тушения огня был организован обход квартир. Пожарные к нам постучали, сказали просто не выходить с квартиры и все. И все нормально вышло, да? А паника какая-то была? Паники никакой не было. Нет. Пожарные все держали под контролем. Пожарники нам сказали, чтобы это не открывать, окно открывать. На всякий случай свою. И вы не выходили, получается, так и оставили? Нет, нас же не пускали. Работники управляющей компании уже приступили к очистке стен и потолков от сажи. Работы предстоит много, а вот руководству обслуживающей организации придется побеседовать с надзорными органами. Сейчас будем устанавливать все обстоятельства дела, так как и кто все-таки вынес, и действия, и бездействия, как управляющей компании, и также того гражданина, который, соответственно, вынес это на личную площадку. Так как, не дай бог, это если бы произошло в ночное время, то были бы совсем другие последствия. Причиной возникновения пожара занимается отдел надзорной деятельности. На данный момент рассматриваются 2 версии: неосторожное обращение с огнем и поджог. Анна Городнова, Александр Комаров, Фахри Исламов. Вызов 112.